Хочу особо подчеркнуть, что наши дальнейшие многие действия, они в том числе и потому оказались довольно успешными и эффективными, как мы оцениваем их. Потому что мы проговорили в самой первой нашей встрече, вот во время визита в Москву с Сергеем Викторовичем, проговорили наши ближайшие планы. У нас, кстати, тогда уже на повестке была поездка в Сирийскую Арабскую Республику. Она готовилась в непростых условиях, как известно. Вот хотелось бы на ней остановиться. Да, но мы проинформировали министра иностранных дел России о наших планах, о тех наших возможностях, которые мы пытаемся реализовать в Латинской Америке. Кстати, у меня была отдельная встреча с, не побоюсь этого слова, с одним из главных гуру нашей дипломатии, российской дипломатии в странах Латинской Америки, Карибского бассейна, главой латиноамериканского департамента МИДа Александром Валентиновичем Щетининым, который во многом нас и сориентировал по сегодняшней актуальной ситуации в этом интереснейшем, важном, очень непростом, сложнейшем регионе. Да, сложнейшем, не побоюсь того слова. Поэтому мы получили, можно сказать, абсолютный карт-бланш на нашу активность, на наши попытки установить более тесные отношения с той или иной страной, с тем или иным регионом. И, кстати, впоследствии нам эта помощь была оказана. Наш визит в Сирию проходил при технической поддержке, тогда еще не было прямых рейсов в Дамаск. Это было очень непростое время, серия терактов, военная активность в регионе. И вот, кстати, посол России в Ливане, в Бейруте, оказал нам довольно существенную техническую поддержку, и в конце концов мы попали на территорию Сирийской Арабской Республики. Хотелось бы чуть-чуть на Сирии остановиться. Для меня это было достаточно удивительным фактом. Вот мы видим, что происходит, все знаем, что в Сирии, значит, сменилась власть, что все, Башар Асад больше не президент Сирии, и абсолютная ориентация, значит, политическая Сирии, она сменилась. То есть мы увидели, что да, пришли новые люди, новые власти, сразу были сняты санкции, значит, европейские, там целое паломничество. И человек бывший был, который был по всему миру, значит, он террорист номер 1 там, или номер 2, под каким-то порядковым номером. И тут он становится, значит, рукопожатным и все такое. И, естественно, мы справедливо все ожидали, что история там абхазо-сирийских отношений, все, она завершилась. И тут происходит на самом деле невероятное событие, что и вас встречают, и с вами говорят, и никто никуда не закрывается. Я, конечно, понимаю, что 90% вашей работы это какие-то кулуарные. Верно. Кулуарные какие-то движения, какие-то разговоры, какие-то договоренности, третье, десятое, но очень хотелось бы вот так вот чуть-чуть вот приоткрыть. Вот из того, что возможно, да, все-таки откуда... Как оно так получилось? Может, откуда вообще появилась вера в то, что это возможно? Вера не покидала нас, это во-первых. Во-вторых, мы не оперировали своей деятельности от слова совсем вот этими апокалиптическими, так сказать, слухами. Уныние – это грех, это в Библии. Совершенно согласен. Вот этими слухами, прогнозами, как я уже сказал, такого алармистского характера, что вот-вот закрывается посольство, денонсируется акт о признании госсуверенитета Республики Абхазия со стороны Новой Сирии. Разумеется, у некоторых экспертов, обозревателей могло возникнуть такое предположение. Но оно было логичным. Оно было довольно логичным, а некоторые просто пытались выдать желаемое за действительное. Это я говорю о тех, кто принадлежит к лагерю наших недругов и политических, внешнеполитических оппонентов. Но мы понимали, что если усилить активность на этом направлении и использовать правильные аргументы, то есть шансы на сохранение дипломатических отношений и
на сохранению работы нашего посольства в Дамаске. Собственно, это и было сделано. Вы правильно заметили, Алхас, что, конечно, наша работа во многом обладает такой спецификой, когда нельзя и заранее говорить о тех методах и планах, которые ты собираешься осуществить. А иногда не стоит говорить этого и уже свершившихся каких-то фактах и событиях. Не, ну то, что можно, нам интересно. Мы активизировали работу с нашей диаспорой. В Сирии. В Сирии, да. И не только с абхазской, а с абхазо-адыгской. Да, с абхазо-адыгской диаспорой. И это фактор. Еще раз в этом убедился, что это существенный фактор. Кстати, вот в течение моей беседы с министром иностранных дел, перехожу уже к свершившемуся факту, к нашей встрече, Аль-Шайбани, а это один из самых влиятельных чиновников и руководителей в иерархии современной Сирии. Вот так вот, я сейчас расскажу об этом предварительном периоде, но вот во время уже свершившейся встречи, во время переговоров он активно интересовался, насколько у нас тесные связи с адыгами, с нашими соотечественниками, абхазами, которые проживают непосредственно на территории Сирии. И я отметил для себя еще раз, что все-таки наши расчеты были верны. Это важный фактор для внутриполитической стабильности в Сирийской Арабской Республике. Ну, а кроме того, мы, конечно, сделали еще несколько дружелюбных шагов, что называется. Например, мы в Сухуме, в нашей столице, на площади, где вывешены флаги государств, которые признали наш государственный суверенитет, мы повесили актуальное знамя, изготовили. То есть нынешние власти, нынешней Сирийской Арабской Республики. И это широко освещалось, кстати, в сирийских средствах массовой информации. Мы через наше посольство довели до сведения сирийской стороны этот факт. И, конечно, активизировалась работа нашего посольства. И здесь я хочу сказать добрые слова о наших дипломатах, которые трудятся в Дамаске, о, собственно, нашем чрезвычайном и полномочном после Мухаммеде Али, которые провели очень непростую и масштабную работу. И еще хочу отметить, я всегда люблю говорить о тех людях, которые вносят реальный вклад в сегодняшний процесс, в том числе и внешнеполитический, неважно, находятся они на должности, либо нет. И вот те консультации, ту информацию, которую нам предоставлял наш экс-посол в Сирии Баграт Рашевич Хутаба, она также была для нас ценной. Мы, кстати, вот в ближайшее время поедем опять в Сирию. Наша большая делегация едет, несколько министров. Вот. Мне поручено возглавлять эту делегацию. Мы будем участвовать и представлять нашу страну на крупнейшей на Ближнем Востоке, в регионе, среди многих стран Ближнего Востока, 62-й по счету Дамасской ярмарки международной, а это такое достаточно заметное событие в регионе, и мы вот очень серьезно к этому готовимся, и надеюсь, что представим нашу страну, ее возможности, природные, инвестиционные, культурные, туристические, транспортные. Мы там представим и презентацию нашего аэропорта, и наши возможности морских портов. И я думаю, это будет хорошей заявкой на то, чтобы к нам стали относиться как, пусть и небольшой стране, но занимающей крайне важное геостратегическое, геополитическое положение в регионе. Но, я как понимаю, не обошлось и без противодействия, потому что все-таки все новые друзья Сирии, они также друзья нашего оппонента, главного, естественно, Грузию, да. И вот со стороны были какие-то? Конечно, разумеется. Грузия предприняла определенный массив усилий
прежде всего, это было направлено на Турецкую республику. Было несколько обращений со стороны чиновников, представителей парламентского корпуса Грузии в адрес Турции для того, чтобы сегодня в условиях тесного союзничества между Турцией и Сирийской Арабской Республикой, ну, будем называть вещи своими именами, для того, чтобы Турция оказала определенное воздействие на сирийские власти. Как нынешний патрон Сирии. Ну, скажем так, как старший партнер. Да, старший. Да. Давайте так, да, старший партнер. Да, ну так лучше будет. Да. Оказала определенное воздействие на Сирийскую Арабскую Республику, на ее руководство. Кстати, в беседе с министром иностранных дел Сирии, господином Асадом Аль-Шайбани, мы коснулись этой темы. Причем он инициировал этот разговор. Интересно. Он в конце беседы, что меня даже удивило слегка, он сказал о том, что на нас пытались оказать воздействие с нескольких сторон. Для того, чтобы мы, как он выразился, перестали с вами дружить. Но мы самостоятельно принимаем решение, с кем нам дружить. Ну, я в ответ, конечно, поблагодарил. Я сказал, что мы осведомлены об этом и знаем о тех усилиях, которые прикладывались для того, чтобы денонсировали акт государственного суверенитета, признание госсуверенитета Абхазии. И поблагодарил его за эту принципиальную и мужественную, будем прямо говорить, позицию. Позицию. По большому счету, это очень мужественная позиция. Да, и мы действительно благодарны руководству Сирии за это. Политики, задача политиков — открывать двери, да. А далее наполнять реальным контентом, да, прошу прощения за это. Ну, это доступный язык иностранное слово. Да, реальным содержанием это пространство возможностей. Это уже должны, в том числе, и люди бизнеса, и люди искусства, это и культурное взаимодействие, гуманитарное взаимодействие, взаимодействие в научной сфере, разумеется. Но условия создают, да, конечно, политики, создают дипломаты.